Сергей Лукич, скажи, пожалуйста, кого ты можешь назвать своим любимым учителем, либо любимыми учителями? Ну, самый любимый учитель у меня Москвитин Аркадий Александрович. Я учился когда в Новом Бару, он был директором школы, он у нас преподавал литературу. В общем, это человек, который мне запомнился тем, что, в принципе, когда мы, ну, по школьному, если говорить, проходили того или иного писателя или поэта, да, он умел подать материал таким образом, что мы, ученики, на 100% были уверены в том, что этот писатель или поэт самый лучший. Проходило какое-то время, мы приступали к изучению очередного писателя или поэта, и опять с точностью до одного, я имею в виду то, что было, да, Аркадий Александрович доказывал, что именно вот этот писатель или именно этот поэт самый лучший, и лучше его никто не бывает. Вот это вот человек, который, в принципе, ну как от Бога учитель. Вот. Еще учитель любимый у меня, очень любимый, это учитель физики Марков Александр Зосимович. Он был у нас преподавателем по физике. Где? Это в Новом Бару. Новый Бор, это какого района? Усть-Илимский район. Усть-Илимский район, Да. На Печоре. Да, да, конечно, да. И он, значит, это самое, когда по физике преподавал нам, да, вот очень много зависит у учеников восприятие того или иного предмета, это вот я потом, наверное, понял, да, как его преподает преподаватель, учитель. Так вот, Александр Зосимович, в принципе, преподавал нам физику, да, и я до сих пор говорю, что физика, или физика соль, остальное все ноль, а математика, химик, дубины. Но это у нас такая присказка была в институте, ну, второе, может быть, не совсем верно, но то, что физика соли, это женщина, которую я до сих пор люблю, это точно стопудово. Потом он был нашим классным руководителем и преподавателем физики, учителем физики, правильно сказать, наверное, да. Вот. Директором школы длительное время работал. Вот так получилось, что после пединститута меня в Ермицу отправили директором школы. Вот Пучков Иван Иванович Зафрано сказал, говорит, ну я, например, не знаю, как проводить, не знал, как проводить педсовет, как ругать учеников. Потому что меня там в учительскую не вызывали, я там, да, он говорит, так, на таком мероприятии не бывал, когда учился в школе. Так вот, первый, кто мне помог, это Марков Александр Зосимович, вот в этих делах во всех, как проводить педсовет. Ну, наверное, как ругать учеников я там сам научился постепенно, да, но тем не менее, в общем-то, его руководящие и направляющие, как именно директора школы, вот, мне очень и очень помогла. Вы сейчас в этом разговоре для меня новость открыли. То есть вы сам педагог-учитель? Ну да, я И были директором школы? А после института так получилось. Это какой, где вы обучались? Я пединститут, Коми государственный педагогический институт. В каком году? Здесь я закончил его в 70-м году, начал, в 74-м закончил. Вот. А так получилось, что после института Кусков Иван Иванович, я уже называл его Зафрано, да, сказал, в Ерницу не учителем, а директором школы поедешь. Ну, вот так получилось, что я после института сразу директором стал. Позвольте вас попросить передать привет и пожелания тем коллегам, с кем вы трудились. Всем, с кем мы учились, с кем мы в институте учились, с кем мы учили людей, учеников в Ернице, кто меня учил в жизни, преподаватели, особенно, конечно же, Аркадий Александрович, Александр Зосимович, все, кто, в принципе, как-то каким-то образом. Ну вот мне на хороших людей везло очень, да, абсолютное большинство людей, с кем мне по жизни пришлось встречаться, это хорошие люди. Всем им привет. Благодарю вас.